Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова я, Джамбулат Умаров, со своим грозным взглядом. Разумеется, мы не можем с вами пройти мимо темы выборов в Украине. Вы знаете, я сложно произношу «в Украине». Обычно мы говорили «на Украине». И на Украине мы говорили, читая и Шевченко. И на Украине мы говорили с вами, восхищаясь творчеством, особенно ранним творчеством Николая Васильевича Гоголя. Помните «Вечера на хуторе близ Диканьки». А если серьезно, то апрель в истории украинского народа, вообще в истории Украины, это очень значимый месяц. Я вам скажу, более 100 лет тому назад, 29 апреля, в Киевском цирке был избран новый гетман. Хотя гетманство, если помните из истории, было тогда отменено, потом оно было восстановлено. И новым гетманом Украины стал Скоропадский. К слову сказать, помимо того, что его выбрали в цирке, как ехидно тогда отмечали это во всех оппозиционных газетах и Украины, и Запада, Скоропадский ничем не был похож на тех, кто сегодня пытается делать дебаты в другом киевском цирке, но только на этот раз не в цирке, а на стадионе. Да, Скоропадский это был прекрасный, блестящий русский генерал. Это был человек, который успешно командовал своими подразделениями в составе императорской армии. Человек, которого очень хорошо отмечали такие известные военачальники России, как Юденич и особенно Корнилов. В общем, с гетманом было все в порядке, но, как мы с вами знаем, это гетманство продержалось недолго. И революционные волны смыли вот таких людей, которые считались отголосками прошлого. Что сегодня предложат нам не в цирке, на этот раз на Большом Киевском стадионе? Это будет новое шоу? Да, безусловно. Это будет битва имиджмейкинговых гладиаторов, которые за спинами таких шутов, политиков, как Зеленский и Порошенко, будут мериться своими мышцами, мускулами. Говорят, что их пригласили из Соединенных Штатов, кого-то из Израиля, кого-то еще, может быть, откуда, для того, чтобы посмотреть, чей имиджевый проект на этот раз, как выражаются сами эти политики, проканает. Я считаю, что победит кто угодно, кроме украинского народа в этих выборах. Эти силы, которые сегодня консультируют правительство Украины, которые неустанно движутся на восток, расширяя свое военное присутствие, эти силы заинтересованы в том, чтобы эти два брата-близнеца, русский и украинец, были разделены навеки. Они просто прекрасно знают, что эти два брата не смогут жить полноценной жизнью друг без друга. Цель одна – уничтожить и украинские, и русские народы. Ну а как историк, человек, который должен принести опыт прошлого своим современникам для того, чтобы не повторять этих ошибок прошлого в будущем, чтобы оно было более безоблачным на нашем пути. Господину Порошенко я ничего в данном случае советовать не буду, потому что я не считаю его человеком, который внемлет советом. Он живет своими личными интересами, живет своим бизнесом. С этой точки зрения я его понимаю, хотя никогда не пойму, как можно делать бизнес на убытках собственного народа. Что касается Зеленского, то здесь у меня есть определенные проблески надежды, потому что человек, который наделен чувством юмора, как минимум он не глуп. Мне мой отец говорил, когда тебе очень весело, сын мой, посмотри по сторонам, так ли весело тем, кто тебя окружает. И если весело только тебе одному, значит что-то здесь не так. Поэтому я желаю и советую Зеленскому, чтобы весело было в случае, если он станет руководителем этой большой страны, чтобы он понимал, что весело должно быть не только ему одному. Порошенко свой срок уже отвеселился.